смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Полярные авиалинии выполняют последние рейсы в Алекминск. Там закрывается на ремонт взлетная полоса. От чего загрязнился ручей Семеновский, Нерюнгринский комитет экологического надзора проверил информацию о загрязнении притока реки Чульма. Отряд «Расти» в Татинском Улусе. В районе началась реабилитация детей с расстройствами аутистического спектра. Районы Якутии готовятся к вакцинации от коронавируса. Первое в этом году селекторное совещание с главами районов провел сегодня СН Николаев. По словам главы региона, эпидситуация улучшилась, но все еще есть районы, где выросло число заболевших. Занятость коек по Якутии 43%, а по Якутску 34%. Отмечается уменьшение тяжелых случаев. Главной задачей на первый квартал наступившего года СН Николаев назвал организацию массовой вакцинации от коронавируса. В ближайшее время в регион поступит порядка 70 тысяч доз вакцины. Далее объемы будут увеличиваться. Тем временем новый британский штамм коронавируса, который на 70% заразнее обычного, добрался до России. Одновременно с этим в Китае зафиксирован рекордный с конца июня дневной прирост новых случаев заболевания COVID-19, рассказывает Артем Сторонов. Окончание новогодних каникул для жителей России ознаменовалось новостью о том, что на территории страны зафиксирован первый случай заражения новым, гораздо более контагиозным штаммом коронавируса, распространившимся в Великобритании в конце 2020 года. По словам главного санитарного врача России Анны Поповой, диагноз был установлен еще в декабре. Заболевшим оказался вернувшийся из Великобритании россиянин. Скольким людям он мог передать новый штамм, пока неизвестно. Меж тем, создатели российской вакцины от коронавируса «Спутник Ви» в понедельник отчитались о том, что всего прививки сделали уже свыше 1,5 миллиона человек. 2 днями ранее они сообщали, что препарат получили более 1 миллиона россиян. Прохожие на улицах Москвы говорят, что страха перед вирусом не испытывают и праздники провели как обычно. Конечно, повлиял, но не так сильно, как у других. То есть я каждый день хожу на работу, я хожу и в гости, я хожу и в общепит, и тусуюсь. То есть я не могу сказать, что у меня жизнь закончилась. Вот. И меня уже не пугают какие-то новые информации про ковид. Я надеюсь, что я в ближайшее время сделаю прививку, там уже, если не Pfizer, то спутником, вот, и все это закончится. Я уже болел коронавирусом. Я не думаю, что второй раз я заражусь сейчас, и на мои праздники это тоже никак не повлияло. Я провел их достаточно весело и хорошо. Минуло, слава богу. Мы не заразились. Поэтому нормально все будет. Позитивно, самое главное, позитивно мыслить. Да? Между тем, Китай в понедельник сообщил, что в стране наблюдается самый большой дневной прирост новых случаев заражения за более чем 5 месяцев. 10 января было зарегистрировано 103 заболевших. Однако власти опасаются, что это может стать началом новой волны пандемии и активно пытаются сдерживать распространение инфекции. 18 новых случаев были завезены из-за границы, остальные 85 местные. Из них 83 человека заболели в провинции Хэбэй, окружающей Пекин. Также на карантин закрыт один из округов провинции Хэйлунцзян на северо-востоке страны. Полярные авиалинии выполнят 3 дополнительных рейса в Алекминск. Вылеты по маршруту Якутск, Алекминск и Якутск должны состояться 16 и 19 января. После этого авиакомпания приостановит регулярное сообщение с Алекминском в связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы. Полеты в межсезонье будут планироваться через аэропорт Нюрбы. Оттуда пассажиров будут доставлять в Алекминск вертолетом. Специально для этого увеличат частоту перелетов в Нюрбу. Отметим, что маршрут Нюрба-Алекминск будет субсидироваться из республиканского бюджета. В Чурапчинском районе единая диспетчерская служба держит руку на пульсе почти месяц. Режим повышенной готовности в связи с экстремально низкими температурами объявлен в Чурапче еще 18 декабря. Во всех предприятиях и населенных пунктах Улуса организованы дежурства из числа работников, усилен контроль за исправностью резервных источников питания. Во всех подведомственных объектах установлены средства обнаружения и тушения пожаров, система оповещения людей. Напоминаем, что низкая температура воздуха в районе по предварительным прогнозам будет наблюдаться до середины января.
Черепчинское звено единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций функционирует в режиме повышенная готовность с 28 декабря по сей день. Организовано дежурство в период новогодних праздников, и в связи с понижением температуры по сей день продолжается дежурство. Напоминаем населению о необходимости соблюдения мер всех требований пожарной безопасности на территории Черепчинского района. В связи с экстремально низкими температурами на автозимниках образуется наледь и повышается вероятность несчастных случаев. Об этом предупреждает служба спасения республики. По данным Минтранса региона, наледи отмечаются на автозимниках «Арктика», «Индигир» и «Мома». По состоянию на сегодня полностью открыты 10 автозимников. Также открыты 30 участков на 6 ледовых трассах. Действуют порядка 40 ледовых переправ. От чего загрязнился ручей Семеновский, Нерюнгринский комитет экологического надзора Минэкологии региона проверил информацию о загрязнении притока реки Чульман. Напомним, в соцсетях было распространено видео, где зафиксирован слив черной воды в ручей Семеновский, предположительно из-за замерзания пульпопровода Чульманской ТЭЦ. 11 января Нерюнгринским комитетом государственного экологического надзора был осуществлен выезд к месту попадания загрязненных вод в ручей Семеновский. Там произведен отбор проб, которые направлены в лабораторию. В данное время ведется административное расследование. По результатам административного расследования виновные лица будут привлечены к ответственности. В лаборатории Сахагроплем запустили новый прибор для ДНК-исследования сельскохозяйственных животных. Иммуногенетический анализатор определяет достоверность происхождения, наследственную заболеваемость и аномалии у животных с точностью 99,9%. За год в научной лаборатории могут провести более 2500 ДНК-исследований. Данные заносятся в специальную программу. Конечным результатом является эффективность племенных работ, получение более качественной сельхозпродукции и повышение производительности мясомолочных товаров. Ранее мы проводили, например, достоверность происхождения лошадей по полиморфизму белков. Это очень кропотливая и трудная работа. Затрачивается, допустим, 76 проб, на это уходит 2 суток. Здесь же 96 проб за 30 минут. Выполняется это на ДНК. Можно выделить из любого биологического материала, будь это кровь, кожа, волосы. Алмаз-Аргиенбанк по итогам года успешно справился с поставленными задачами и сохранил статус крупнейшего финансового института республики. Об этом сообщил Айсен Николаев на совещании, где подвели итоги деятельности компании в 2020 году и наметили планы на год текущий. Отмечается, что Алмаз-Аргиенбанк стабильно выполнял свои функции и достиг положительного финансового результата. Операционная прибыль банка за 2020 год предварительно составит 2 миллиарда 300 миллионов рублей или 108% от плана. В этом году в части развития корпоративного бизнеса банк продолжит участие в реализации нацпроектов, в том числе по переселению граждан из аварийного жилфонда по безопасным и качественным дорогам. В Татинском Улусе началась реабилитация детей с расстройствами аутистического спектра. Это проект Фонда общественной инициативы и социальной поддержки имени Светланы Николаевой. Фонд образован в декабре 2019 года, а уже летом 2020 в специальном конкурсе Фонда президентских грантов выиграл грант с проектом «Отряд Расти» в Татинском Улусе. 10 детей и их родители на месте их проживания в Татинском районе проходят 2-недельный курс реабилитации с помощью ABA-терапевта, педиатра-нутрициолога и нейропсихолога. Программа продумана до мелочей, каждое занятие проходит индивидуально. Ну, об этом проекте мы узнали еще осенью, к чему были очень рады. Этот проект затрагивает как бы не только реабилитацию наших детей, и специалисты также работают и с нами, с родителями, что очень важно для нас, родителей. И занятия проводятся индивидуально, что как бы дает более такой глубокий результат. Специалисты очень хорошие, профессиональные, компетентные. Они находят каждому ребенку свой индивидуальный подход, очень стараются, очень тщательно занимаются с ними. Ну, и мы их благодарим за это.
В детском садике «Звездочка» в Алекминске начали еще одну хорошую традицию. Там организовали музей старой елочной игрушки. Начало положили сами воспитатели, а дети и родители подхватили инициативу, рассказывает Елена Фаст. Добрые старые елочные украшения. Наверняка у многих хранятся они в коробках, а в канун праздников их достают, показывают детям. Все началось вот с Деда Мороза, вот с этого, да. То есть он очень старый, ему столько же лет, сколько мне. Достался мне от бабушки, и вот случайно где-то там в коробках, в сарае обнаружила этого Деда Мороза, посмотрела 79-го года. В детском садике «Звездочка» решили, а почему бы не поделиться историей с ребятишками? Дома лежало очень много старинных новогодних игрушек, и я решила организовать выставку. Дети поддержали с родителями меня, принесли очень много тоже старинных игрушек. Каждая из них когда-то украшала зеленую красавицу и помнит множество забавных историй и проделок еще пап и мам этих малышей. Мы пошли в кладовку, и мы увидели какую-то коробку и заглянули, и увидели какую-то необычную игрушку на прищепке. И я сразу понял, какая-то она необычная. А мама сказала, что эта игрушка очень старинная. Стеклянного буденовца со звездой, белочку и домик. Их нам дала бабушка. Папа сказал, что он ими украшал елку, когда был еще совсем маленький. И пусть где-то краска немного сошла, вечная прелесть в небольшом украшении, как у символа всеми любимых праздников. Но она такая старенькая, что у нее на боку стерлась краска. Но все равно мы ее любим, потому что она помнит о всех старых праздниках. Все чаще на смену им приходят яркие шары, красочные банты из безопасных и нехрупких материалов. Но прелесть стеклянной игрушки не тускнеет, несмотря на года. Это старая игрушка, ей особенный подсчет. Пожива она старушка, уж не счесть готовый год. Словно дым от паровоза, у игрушки жизнь длина. Даже Дедушку Мороза снова маленьким она. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Мы следим за развитием событий. Не забывайте носить маску, дезинфицировать руки, соблюдать безопасную дистанцию. Оставайтесь с нами.